Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В Алдане снег упал прямо на крышу машины. Жители задаются вопросом, виноват водитель, который так ставит автомобиль, или все-таки управляющая компания. Отметим, что ранее в столице снег упал на машину, в которой ездит мэр города. А в прошлом году в Алдане упавший с магазина снег насмерть придавил жителя. Еще одно происшествие из Алданского района. Почти 100 тысяч лишилась 37-летняя жительница, выполняя указания мошенников. Выяснилось, что женщине позвонили с неизвестного номера и предложили погасить ее долг или задолженность в любой кредитной организации, а также вернуть деньги с процентами на взаимовыгодных условиях. Для этого мошенники предложили потерпевшей завести карту в одном из банков. После оформления женщине вновь перезвонили и сообщили, что от ее имени была направлена заявка на кредит в этот банк. Заявка была одобрена на сумму 120 тысяч рублей. Но мошенники просили не снимать деньги с банковского счета. На следующий день женщине перезвонили и сказали, что ей необходимо установить специальную программу на ноутбук. Она под диктовку вводила программу, называемую мошенником цифры. Данные действия она производила в течение 2 дней, пока ее карта не была заблокирована. Когда потерпевшая разблокировала карту, она поняла, что стала жертвой мошенников, так как с нее были списаны более 97 тысяч рублей. Затем женщине перезвонили со службы безопасности другого банка и сообщили, что от ее имени была оставлена заявка на еще один кредит. Женщина пояснила сотрудникам, что заявку не направляла и все действия от ее имени совершают мошенники. Тогда сотрудники службы безопасности пригласили потерпевшую посетить отделение банка для блокировки и перевыпуска банковской карты. Продолжаем тему мошенничества. Анализ криминогенной ситуации показывает, что в Мирнинском районе на протяжении 2 последних лет отмечается рост преступлений, связанных с хищением с банковских карт. По итогам прошлого года в дежурные части полиции обратилось более 160 граждан, обманутых мошенниками. На днях очередной жертвой стала 64-летняя жительница Мирного, у которой похитили почти 150 тысяч. Как это произошло, расскажет она сама. Разместила это объявление на Авито, на всех сайтах о продаже своего гаража. Мне, значит, позвонил мужчина и сказал, я сейчас не в городе нахожусь, я через 2 недели приеду, вы снимите объявление с Авито, я ваш гараж буду покупать. Но я пошла, у нас в магазине стоит банкомат, пошла с этой карты, вставила эту карту, я ничего, ни пароля, я ничего не говорила, у меня телефон как раз сел, я не смогла ничего посмотреть. Все, я ему деньги, я даже эти деньги я не снимала, как они снялись, я даже не знала, что меня сняли эти деньги. И вот, знаете, даже вот не могу сказать, потому что я вот в таком состоянии была, как вот деньги, они как бы не снимали деньги, я же не могла ничего, я им ничего не говорила, кроме номера карты, все, больше я не кода, ничего. И вот они потом, видимо, операцию какую, что вот у меня заявление на подключение к онлайн-банку, они, видимо, подключились к моему онлайн-банку. Уважаемые граждане, полиция и мы не устаем предупреждать, что ни под каким предлогом нельзя производить предоплату за товар, не убедившись в добросовестности продавца. Не спешите совершать сделки на привлекательных или сомнительных условиях. Если вы узнали про мошенничество или объявлением, или стали его жертвой, поделитесь этой информацией с другими. Не давайте преступникам возможности обманывать доверчивых людей. И напоследок региональной повестки происшествия из Якутска. Тут 23-летняя девушка сделала себе подарок к празднику, украв холодильник. Из показаний потерпевшей следует, что у нее в квартире начался ремонт. Для этого массивный предмет был перенесен в общий коридор. Как сказала потерпевшая, холодильник она планировала сдать в ремонт, так как он был сломан. Тем временем злоумышленница приметила агрегат и ночью совершила его хищение. Похищенное умудрилась продать за 1000 рублей. Ущерб составил 10 тысяч. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». К федеральной повестке советнику генерального директора АО «Газпром Межрегионгаз» Раулю Арашукову предъявлено обвинение в мошенничестве и создании преступного сообщества для хищения природного газа.
Следственный комитет России предъявил обвинение в мошенничестве и создании преступного сообщества Раулю Арашукову. По данным следствия, Арашуков создал организованную группу для совершения хищений природного газа, поставляемого на территорию Республики Дагестан, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской республики. Обвиняемый вовлек в организованную группу своих родственников и знакомых, а затем, используя свое служебное положение, способствовал их назначению на различные должности предприятий газовой отрасли. План хищения газа был также разработан Арашуковым. Он обеспечивал заключение договоров на поставку газа в объеме большем, чем требовалось для потребителей. Другие соучастники подыскивали покупателей газа, предлагали или вынуждали покупать его в обход показаний приборов учета, а также обеспечивали транспортировку газа. Чтобы обезопасить незаконную деятельность, обвиняемый вовлек в преступное сообщество своего сына Рауфа Арашукова. Устанавливая контакты с представителями различных структур, он оказывал влияние на их работу, а также препятствовал назначению на определенные должности тех, кто мог пресечь преступную деятельность сообщества. В результате совершения указанных действий акционерному обществу «Газпром» причинен ущерб на сумму не более 31 миллиарда рублей. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступлений. На этом пока все. И берегите женщин.